Hey, бәріңіздің достар, сіздермен бірге мен Опер. Короче, мен сіздер үшін жаңа версия тарттым. Бір блог ойнауға да. Короче, және де тықылдағанмен артық дауыстардан кешірім сұраймын. Иә, короче, мен Майнкрафт ойнап отырып, Майнкрафт көріп отырмын. Ал енді кеттік достар, играть басайық. Мінеки көріп тұрсыздар. Енді кіреміз дегенде настройканы істеп ақ достар, қазір тез істеп боламын, қазір өзім күте тұрасыздар. А именно ветеранов. Но убивать его мы не торопились. Ведь у нашей команды после первой ночи был заключен альянс. Потому что команда людей... Енді достар, менің даусыма мән аудармай қойыңыздар, мен тамағым ауырып жөтеліп отырмын, көрсетті достар. Чтобы лишить возможности добычи палок для других рас. После чего заходим в портал и, появившись в пещере, по-быстрому выкапываемся и плывем на базу. Но не на мою, а на общую. А вот и те разбойники, которых я встретил на первый день выживания. Прикольно. Добыв до базы, я решил не приближаться к ней, потому что понимал, что на ней могли находиться зараженные игроки, которые могли передавать другим эффект слабости и постоянного голода. А так как на тот момент мы не знали, как излечиться от этой болезни, я не хотел сильно рисковать. Алло, вы заражены? У тебя есть слабость? Нет. Тогда ты не зараженный, красава. И думаю, что гномы нашли антидот, слышим это. Меня заразили! Уходим! Так, то есть на базу не идти, да? Я правильно понимаю? И вот теперь вставал вопрос, как нам защитить нашу базу от нападения, если на ней находятся зараженные? Но вообще было два варианта. Забить на нашу базу и построить ее в другом месте, ну или же более отбитый вариант, отбить нашествие, но заразиться неизлечимой на тот момент болезнью. Ну и так как гномы славились своей гениальностью, а уж тем более гений на шуте, мы решаем, конечно же, выбрать второй вариант. Поэтому я забираюсь на гору и начинаю ждать, пока к нам придут монстры. И пока я ждал, я, конечно же, заражаюсь. Ладно, будем надеяться, что я от нее вылечусь. Первая волна монстров. В ней на нас напали великаны-зомби, у которых был увеличенный урон, и скелеты-карлики, которые были слишком надоедливы. Так и еще на нас раз в некоторое время из-за болезни накладывались неприятные эффекты, такие как темнота и иссушение условно. Но при помощи лука на 4-ю силу я без проблем отбивался от монстров, в то время как более скилловые гномы танковали других. И когда мы перебили почти всех монстров, я замечаю какого-то аслана, которого принимаюсь избивать. И это было далеко не самое легкое дело, ведь у него было нереально много хп. И по итогу, убив его, я получаю кейс с летними шапочками, открыв который, получаю маску аквалангиста, которая была заменой топового незритого шлема на все чары. Так и еще была неразрушимая, что, конечно же, не могло не радовать. Но теперь нужно было думать, как мне вылечиться от болезни. И бегая по базе, кто-то вкинул, что можно вылечиться при помощи рыбы-фуги. Вернее, что ее нужно съесть. И как мне повезло, что бегая по нашей базе ранее, я каким-то образом наткнулся на рыбу-фугу. Возможно, она выпадала с каких-то мобов, но это не точно. А после я слышу еще один слух, что есть ее нужно не просто абы где, а прямо в аду, в который я, конечно, отправился через портал, стоящий на нашей... Ал енді осыдан кіретін шығар, ал кеттік кірейік. Иә, осыдан кіреді екен достар. Енді білетін шығарсыздар қалай өтетін бір блогты. Сындыра берейін өзім. Қазір кішкене сындырайық, одан кейін бір нелер істеп бастаймыз, короче, достар. И рыбачим. И на мое удивление, я довольно быстро и без проблем выбиваю его. А после один из тиммейтов все же мне говорит полную инструкцию, как вылечиться. Короче, заходишь в ад, хаваешь иглобрюха и потом молоко. Поняв это, плыву на поиски коровы. Но искал я ее настолько долго, что найдя, забываю, для чего она мне была нужна. И просто убиваю. Можно я не буду это комментировать? Найдя все же корову на нашей базе, я отбегаю в аду, куда подальше от игроков, чтобы при вылечивании сразу же не заразиться. Провожу свои ритуалы и вылечиваюсь. Так как в аду меня больше ничего не держит, я строю портал и, попав в обычный мир, плыву в Короче, достар,
Birazdan keyin жалғастырамын ал ендеше. Я решил заняться. Мінекей қараңдар. Мы договорились Короче, бірінші бедрокқа келдік. Ендігі бір қандай болатынын білмеймін жер. Қазір көрейік. Жер қандай болатынын. На ней уже был секундочка. Но спойлер, алмазов у него все еще Примерно шақта болады достар. Сондай шығар. вербовывать у жителей изумруда. И когда дерево закончилось, решил спуститься в пещеру за скалком. Ах, чтобы где это зашифровать назад? свою броню. Посмотрите только, как размутузили эту бедную пещерку. Добив себе 32 уровень, понимая, что я убежал слишком далеко от чарки, из-за чего принимаю решение выкапываться наверх. И копаясь просто по прямой вверх, каким-то образом выкапываюсь в данж испытаний. Hemen bol Всё, dostlar. какой шанс, что я сюда выкопаюсь? Ну ладно, давайте Короче, попробуем. қазып бастаймыз. Короче, қазір міне осындай Потому что уже ничего особо ценного я не не қоршау деп па. Короче, платформа істеп қойдым достар. прыгая по этому этажу, вижу уже третий таймер за это Енді сынып басайық. Аз күте тұрыңыздар. Үйтіп сөйтіп керкес істеп алайық. Добежать до него я не успею, поэтому покажу вам от лица секундочки, который успел прийти на него и залутать трезубец, тотем, одну чарку и далее по списку. И все же, придя на базу, получаю алмазы от А ты сети. можешь пойти купить приколов на всех? Да. Держи, я скинул купить для всех приколов. Из-за чего мне пришлось отправиться обратно на базу. Вот вы, наверное, сейчас сидите, думаете, что моя база в 300 блоках от нашей основной. А вот нифига не так. Она находится в 2000. Я пока бегал туда-сюда, я ноги себе стер просто. Вы думаете, я карлик по генетике? Да нет, это просто, реально, они стерлись просто. Короче, достар, сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Уже сіздерге бірді көрсеттім, екіні көрсетпедім. Мынау үшіншісі. Екіде шақты болған, үсті жақтағы мынау. Қандай бұл? Асты жақтағы шақты сияқты бұл. Көп нәрсе қаздым, короче. Мына двойной сандық тола, мынау почти тола душ. Мынау тола достар, мынау тола. Ал анау пустой әлі салмадым оған. Мен біраз қазайық достар, одан кейін аяқтаймыз. Кеттік ал ендеше. Я не просто дам ему из рук в руки, а положу в сундук, и он сам отсюда возьмет. И собрав себе полный PvP инвентарь, сервер отправляется на закрытие. Зайдя на следующий день, я решил сбросить лишние бафы с ресурсами в тайный сундук, после чего отправился к своей команде, которая находилась в подземном городе. И придя к ним, у них был уже какой-то кипиш. Короче, сейчас нам нужно успеть к ним, они там какого-то типа зажимать сейчас будут, он типа предателем был, что-то такое. Интересно, что с ним будет. И подбежав к ним, слышу это. Что у тебя сейчас будет? У нас нагрудник на 4 быстрее, а ножи за 4 быстрее, а шлемы ботинки не зачарованы. Тебе надо еще шлемы ботинки? Я могу, у меня сейчас есть 30 долларов. Может надо бы. А ботинки? А у тебя хватит? 32 и почти 33. Если я что-то расширю, то хватит. Это были его последние слова. На самом деле. Что он сказал? Это обидно, конечно, но все. Ну, У него 10 древних обломков. Что? Так, ну, вчера как бы всем говорили, кому могут пригодиться по алло, можно этого, пожалуйста? И скажу на будущее, так будет с каждым предателем. После я решил заняться улучшением своей брони, потому что я хотел заполучить максимально топовый сет. Для этого я, конечно, отправился добывать скал. Благо, его тут было... Короче, достар, осымен аяқтайтын болдым. Ендігі видеоларға келіп көріп тұрыңыздар. Короче, осы видеодан тыс түсіремін енді, ойнаймын өзімді. Ал ендеше қош сау болыңыздар.